В эфире новости спорта. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Сегодня в Варшаве стартует международный турнир «Мемориал Циолковского» по вольной борьбе. Завершилась жеребьевка в весовой категории 57 килограммов, где участвует якутский борец Арыян Тютрин, 8 участников. Таким образом, все борцы начнут схватки со стадии 1/4 финала. В первом круге Арыян встретится с турком Барышем Кая. В случае успеха, скорее всего, он попадет на действующего чемпиона России Рамиза Камзатова. А в финале одного из них ждет встреча с вице-чемпионом мира, чемпионом Азии Нурисламом Санаевым из Казахстана. С 14:30 по якутскому времени пройдет медицинский контроль и процедура взвешивания участников. А с 17 начало соревнований. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Объединенного мира борьбы unitedworldwrestling.org. Якутские спортсмены завоевали 19 медалей на Кубке мира Генсин-Кан. Соревнования проходили с 25 по 28 июля в хорватском городе Сплит. Спортсмены из 26 стран состязались в джиу-джитсу, бразильском джиу-джитсу, греплинге, ММА и кабудо. Российская команда почти полностью состояла из якутских спортсменов. Владлен Наумов, Лев Сидоров, Тимур Стифоров и Владислав Стромков завоевали по 2 золотые медали. Милана Стручкова выиграла 4 серебряные, также 2 серебра у Алексея Буруева. Отмечу, что президента Федерации во время мероприятий включили в зал славы боевых искусств и вручили почетный знак. Завершились учебно-тренировочные мероприятия по национальным видам спорта для детей. С 3 по 20 июня в стенах спортивного комплекса «Мадун» тренировались 54 юных спортсмена. В программу входили еженедельные походы в плавательный бассейн «Чолбон» и кроссовая подготовка на территории Центрального парка культуры и отдыха. Далее со 2 по 22 июля на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Связист» проходили тренировки у 30 юных хапсагаистов из разных уголков нашей республики. Основной целью мероприятия служит подготовка кандидатов в сборную республики на предстоящих 7-х играх «Дети Азии», которые пройдут в следующем году в Монголии. Россиянка Анна Калинская и японка Мию Ката пробились в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне в парном разряде, призовой фонд которого превышает $225 000. Калинская и Ката, посеянные под 3-м номером, в четвертьфинале обыграли британку Наоми Броуди и канадку Шерон Фичман со счетом 6-4, 3-6 и 10-4. Матч продолжался 1 час 17 минут. За выход в финал Калинская и Ката поспорят с американской парой Кори Гауф и Кэтрин Макнелли. Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3-0 в пользу местной команды. Победу «Нефтчи» принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж. Так «Арсенал» не попадет в следующий раунд Лиги Европы, проиграв по сумме 2 встреч 0-4. Тем временем фанаты из Южной Кореи подают в суд на Ювентус и Криштиану Роналду. Они обещают больше не болеть за португальскую звезду футбола. В чем причина? Смотрите в следующем материале. Роналду, выходи, подлый трус. Вернее, подлый лжец, если судить по транспарантам, которые принесли с собой обиженные футбольные болельщики. Юрист Ким Мин Ки стучится в дверь спортивного промоутера компании «Фаста», чтобы вручить иск к ней и к португальской суперзвезде. В суд подают за нанесение обиды и причинение душевных страданий корейским поклонникам Криштиану. Суть претензий такова. В конце июля состоялся южнокорейский тур команды «Ювентус», за которую и выступает португалец. Клуб сыграл серию товарищеских матчей с местными звездами. По контракту Роналду должен был выйти на поле хотя бы на 1 тайм, на 45 минут. Восторженные фанаты португальца раскупили билеты. На главном стадионе страны в Сеуле, рассчитанном на 65 000 человек, не было ни одного свободного места. Фанаты ждали, но не дождались. Полузащитник так и не встал со скамейки запасных. И болельщики не намерены такое прощать. Это предательство, и жертвы, которым вонзили нож в спину, требуют компенсаций. Прежде всего, наши претензии направлены против промоутера, но Корейская футбольная ассоциация, а также Ювентус тоже не должны выйти сухими из воды. Ну и, разумеется, Криштиану Роналду, ведь именно его действия и привели к этому скандалу. Недовольство футбольных фанатов вылилось в онлайн. Там болельщики проклинают своего в недавнем прошлом кумира и обещают покарать его за неуважение. Впрочем, требования, содержащиеся в иске, не такие уж и серьезные. В
возместить стоимость билета, это сумма эквивалентная $60, и выплатить моральную компенсацию $850 на человека. 건의 특유한 사정은 Промоутер компания Фанста ввела болельщиков в заблуждение и использовала поклонников Криштиану Роналду в своих интересах. А для них это все равно, что навсегда потерять игрока, которого поддерживали всю свою жизнь. 팬들은 Корейская футбольная ассоциация тоже не сидит без дела. Она отправила письмо с претензией в адрес Ювентуса, обвинив его в несоблюдении контракта. Клуб на это ответил, что виновным себя не считает, ибо Роналду не вышел на поле по предписанию врачей. Игрок получил небольшое растяжение за 2 суток до начала корейского турне. Впрочем, болельщиков, некогда обожествлявших португальца, это не убедило. Абсолютный бойцовский чемпионат представил официальный постер турнира UFC 242, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. На нем изображены участники главного поединка вечера – Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Отмечу, что ранее Порье заявил, что не чувствует шумихи вокруг боя с Нурмагомедовым. Это были новости спорта. До встречи в эфире.